В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные темы уходящего дня. В Якутске и Жатае провели осмотр строящихся объектов о ходе строительства и сроках сдачи. Дома столичной Борисовки-1 не готовы к отопительному сезону. Подробнее о проблеме. Ветеринарная служба Якутии получила новую технику о новых возможностях. Нерюнгринская молодежь из движения первых готовится к форуму главных смыслов о мероприятии. В Якутске прошел первый военно-технический фестиваль «Сангам-взгляд» о военизированных соревнованиях. Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного 10-го Восточного экономического форума. Президент отметил, что центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами и намерена активно участвовать в усилиях по построению в регион справедливой системы международных отношений, заверил Путин. Я прошу правительство предусмотреть в ней отдельные... Дмитрий Садовников в ходе рабочего выезда провел осмотр строительства объектов в Якутске и Жатае. Так проверили ход работ по сооружению нового спортивного зала и детского сада на 240 мест в микрорайоне Спортивный. Оба объекта планируют сдать в срок к концу этого года. В Жатайском округе осмотрели строительство общежития для работников местной судоверфи. Срок сдачи был перенесен до декабря. Сегодня эти работы частично выполнены. Надо признать, что подрядная организация в силу, скажем, объективных причин, экономической ситуации, финансового положения, их планы скорректировались, и сегодня они отстали от указанных своих к сроку сдачи объектов. Ну и сегодня мы просто поджимаем, чтобы и должны помочь подрядной организации в части поиска финансовых средств, получения денежных средств от прежних заказчиков. Ну и, конечно, чтобы объект он сдал до холодов. Работы по устранению последствий паводков в районах республики продолжаются. Завершена работа по сбору и обработке заявлений от пострадавших граждан. Более 1200 человек получили материальную помощь, 375 – финансовую. К завершению подходит строительство и ремонт домов для семей, потерявших свое жилье при наводнении. В Аймяконском районе из 33 домов в 14 выполнили ремонт. Приложили все усилия. Благодаря решению главы финансовая помощь выделена в приоритетном порядке, но, к сожалению, природа еще раз испытывала села Аймяконского района вторым паводком, но сегодня уже вода идет на спад, и уже мы должны все работы вести к завершению, но при этом понятно, что селяне занимаются больше и уделяют внимание на заготовку сена. При этом, конечно, рабочих рук не хватает, поэтому было принято решение о направлении бригад с районов и исполнительных органов государственной власти. Жители столичной Борисовки-1 бьют тревогу. Дома не готовы к отопительному сезону. Почти во всех домах состояние цокольных перекрытий, газовых, котельных и бойлерных оценивается как аварийное. Обо всех подробностях узнаем далее. Жители микрорайона опасаются за свою жизнь. Борисовка-1 не готова к зиме. Проблемное состояние домов усугубляется, и так уже второй год. Управляющая компания бездействует. Проблема у нас очень большая. Микрорайон Борисовка-1, в котором проживает более 500 семей, не подготовлена управляющей компанией «Восхождение» к отопительному сезону. Дома полностью котельные, котельное оборудование находится в отвратительном состоянии, то есть в аварийном состоянии, можно сказать. На теплообменниках образовалась уже коррозия, на насосе коррозия. Это все из-за течи, из-за того, что вовремя не смотрят, не диагностируют, не устраняют неисправности. Все течет, бежит на пол, а так как дом из сэндвич-панелей, то есть из дерева, вот это все гниет, мокнет. И, сами видите, котел он уже как бы боком наклонился в ту сторону.
немножко и упадет. Ввиду того, что дома изначально были построены в качестве временного фонда, у микрорайона имеются многочисленные проблемы с проводкой и многими другими техническими характеристиками. 2 года назад загорелся кабель внутри котельной. И загорелась эта самая котельная. Вызывали пожарку, МЧС приехало. Слава богу, потушили, дом не загорелся. А фактически у нас дом уже 3-й раз горит. В 2005-м вообще сгорела крыша. Кстати, вот возгорание, то есть на проводах на этих были. И эти вот провода обгорелые, они прям вот на вентиляции лежат. То есть, это тоже ненормально, так где-нибудь пробьет, человек коснется, его током просто ударит, и с кого потом спрашивать. Жители Борисовки-1 отмечают, что проблемы с управляющей компанией «Восхождение», ранее именуемый модуль-сервис, начались порядка 2 лет назад и касаются всего – ремонта, обслуживания домов и техобслуживания оборудования. Мы хотим получать полное обслуживание наших домов. Мы должны не бояться, что взорвется вдруг котел и принесет угрозу нашей жизни, что дома обвалятся, котельные обвалятся. Наше оборудование, которое мы приобретаем за свои денежные средства, это теплообменники, это циркуляционные насосы, это фурницы, то есть это коридорное отопление. Мы приобретаем это за свой счет. Жители стабильно платят за газ и его техобслуживание, однако проблемы все еще имеются. Собственников уведомили о необходимости проведения экспертизы о безопасности дальнейшей эксплуатации. Если ее не провести, то 1 января 2026 года будет приостановлена подача газа. Это приведет к полному промерзанию системы отопления, водоснабжения и канализации. Управляющей компанией было проведено собрание с жителями, на котором было предложено следующее. Для того, чтобы провести техническое диагностирование газового оборудования, с каждой квартиры предлагается оплачивать 2800 рублей. Мы можем показать даже это коммерческое предложение. По итогам собрания управляющей компанией начата работа по промывке и поиску компаний, готовых провести техническое диагностирование газового оборудования. УК оплатит экспертизу, однако в дальнейшем сумму разделят между всеми собственниками. Анастасия Пуляева, Нюргун Старостин, Якутск. В Мирном завершена масштабная подготовка к отопительному сезону. Более 6 километров устаревших железных труб заменили на современные полипропиленовые. Сейчас специалисты промывают и опрессовывают сети отопления, а осенью продолжат точечный ремонт и утепление систем горячего водоснабжения, а также работы по переподключению. Основной упор сделали в этом году на замену трубопроводов горячего водоснабжения на полипропиленовые для улучшения качества. Выполнить план и перевыполнить нам помогло то, что мы маленько изменили подход. Раньше, если больше отдавали силам подрядной организации, на что и тратили больше средств, в этом году начали привлекать более своих работников. В республике кормозаготовительная кампания идет полным ходом. План на текущий год – 434 тысячи тонн сена, 24 тысячи тонн силоса и 13 тысяч тонн сенажа. По прогнозу, план будет выполнен почти на 95%. Лидерами по выполнению стали поселок Жатай, Алекминский и Амгинский районы. Мобильные звенья заготовили 13 тысяч тонн сена на отдаленных участках. На этой неделе лидерами по заготовке сырого молока к плану на отчетную неделю среди муниципальных образований являются Мегино-Кангаласский район 126%, Чарапчинский район 120%, Томпонский район 117%, Кабайский район 110,9%, Горный район 109,9%, Сунтарский район 102,6%, Хангаласский район 102,5% и город Якутск 102,1%. Ветеринарная служба Якутии получила новую технику. Подробнее о передвижных станциях знает Петр Васильев. Якутия – регион с суровым климатом и богатым уникальным животным миром. Обеспечение здоровья животных здесь задача стратегической важности, напрямую влияющая на развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность республики. В преддверии профессионального праздника ветеринарная служба региона получила долгожданное пополнение – современную технику, которая позволит вывести работу специалистов на качественно новый уровень.
эта техника, конечно, имеет огромное значение в обеспечении благополучия жителей нашей республики. Почему? Потому что продовольственная безопасность, исключение и недопущение распространения инфекционных болезней среди животных, в продуктах питания – это ключевая задача сегодня в целом продовольственной политики нашей республики. И на уровне страны, на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации ставится задача по обновлению материально-технической базы ветеринарных служб. И с этой задачей сегодня республика работает уже несколько лет. В 2023 году благодаря лизингу парк пополнили 22 автомобиля с дезинфекционными установками. В 2024-м специализированный транспорт, снегоход «Буран-Лидер» и 4 лодочных мотора. И вот сегодня еще один важный шаг вперед. Якутск, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский районы получили новые автомобили. У нас в республике есть только 3 ветеринарные лаборатории, которые аккредитованы Росаккредитацией Федеральной службы. И в будущем у нас работа в этом направлении все равно продолжается. В этом году, в конце года, у нас намечается и должна пройти еще одна лаборатория по аккредитации. И в этом направлении мы усиленно проводим работу. Еще одно приобретение – вот эта инсинераторная установка. Благодаря своей мобильности она позволит не только уничтожать биологические отходы с выездом на места, но и проводить термические уничтожения отходов широкого спектра. И в этом случае мобильность – ключевой фактор. Новая техника позволит повысить эффективность работы специалистов, снизить риски распространения заболеваний и, что самое важное, обеспечить продовольственную безопасность. Петр Васильев, Станислав Потапов, Якутск. Проблема ДТП с участием детей была и остается актуальной. Перед началом нового учебного года в Якутске проходит акция «Осторожно, школьник». Подробнее далее. С картинками и так далее, очень интересная для детей. В эти дни на Комсомольской площади многолюдно. Во время школьного базара тут отмечается большое скопление людей. В целях профилактики детского травматизма на дорогах инспекторы ГИБДД и Управления автомобильных дорог раздали детям и взрослым памятки. Вообще сотрудники госавтоинспекции ежегодно работают в начале учебного года именно с общеобразовательными учреждениями и проводят комплексную проверку на состояние эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения именно в местах общеобразовательных и дошкольных. Акция «Осторожно, школьник» особенно важна к концу лета, когда близится начало нового учебного года. Важно отметить, что в период каникул рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах всегда стремительный. Информируем родителей и законных представителей о перевозках детей. Вот самые главные правила дорожного движения. Сейчас все с отпусков едут, приезжают, уезжают. Очень много людей на машинах сейчас, последние дни лета. Поэтому хотим попросить, чтобы взрослые были очень ответственны в перевозке детей. Инспекторы напоминают, чтобы родители учили детей технике безопасности и правилам дорожного движения для пешеходов. Данная профилактика особенно важна, если дети добираются до школы самостоятельно. Алина Арсеньева, Виктор Дьячковский, Якутск. Подведены итоги работы психологов с участниками СВО и их семьями за август. Поддержку получили около 1100 человек. Проведено свыше 1300 индивидуальных и групповых консультаций. Фиксируется также обращение с других регионов России. Для участников спецопераций, членов их семей, также по другим кризисным направлениям услуги Якутского республиканского психологического центра бесплатны. Все обращения к нам анонимны и конфиденциальны, не только по направлению СВО. Получить помощь и поддержку можно, записавшись по номеру 31 9109. Контакты наших филиалов в районах можно узнать также по этому номеру. Кроме того, работает круглосуточный телефон доверия 8 800 135 50. В Якутске группа вооруженных лиц пыталась проникнуть на охраняемый объект и заложить бомбу. К счастью, это лишь легенда учений по антитеррору. Спецназ, кинологи, медики, пожарные – все как в реальной чрезвычайной ситуации. Подробности далее. Внимание! Вооруженное нападение. Здание столичной школы номер 5 стало условной целью для террористов. По сценарию учений вооруженные лица попытались прорваться в школу, заложить взрывное устройство и устроить панику. Но на их пути встали подготовленные сотрудники охраны. Если на территории появляются посторонние лица, мы
сперва закрываем двери, потом повышаем начальство и нажимаем кнопку. Наших работников и детей на безопасное место вводим и ждем Росгвардию. Через считанные минуты с момента поступления сигнала об угрозе началась координированная эвакуация. Учителя четко следуют плану действий. В первую очередь не паниковать, потому что если учитель будет паниковать, то же самое будет происходить с детьми. И дальше очень организованно детей успокоить, забаррикадироваться, дать им указания о том, чтобы были выключены телефоны, чтобы никаких действий они не предпринимали. Спустя несколько минут силовые подразделения поймали злоумышленников и обезвредили муляж взрывного устройства. Внимание, внимание! Чрезвычайная ситуация. По такой же легенде террористы пытаются проникнуть в детский сад «Звездочка». Воспитатели четко знают свои действия – забаррикадировать двери и укрыться в безопасном месте. Учения, они очень полезны для того, чтобы весь коллектив, садика уже выполнял четко свой алгоритм действий. В садике немножко труднее, потому что детишки маленькие. Тревожный сигнал, и уже через несколько минут спецслужбы оцепляют периметр и проводят операцию по нейтрализации нападавших. В ходе учений проверяют не только взаимодействие с экстренными службами, но и работоспособность системы оповещения при угрозе, а также эвакуацию обучающихся и персонала. Подобные тренировки проводятся ежегодно, осенью и весной. Осенью мы пока без участия детей, а весной уже будем организовывать с участием детей. Стоит серьезная установка охватить не менее 90% всех образовательных учреждений в Якутии. Но мы, как показывает практика, охватываем всегда 100% все образовательные учреждения. В республике всероссийские учения охватили более 600 школ, 400 детских садов, а также колледжи, техникумы и университеты. Всего охвачено порядка 17 тысяч педагогов и сотрудников спецслужб. Такие тренировки не формальность, а важная часть безопасности. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Герой России, участник федеральной программы «Время героев» Николай Соболев в рамках стажировки в Министерстве труда и социального развития побывал в Чурапчинском районе. Он встретился с главой Улуса, общался с местным населением, посетил предприятия, музеи, крестьянские хозяйства. Провел встречу с ветеранами военных действий. Я в ходе стажировки узнал об основных принципах управления муниципалитетом, на основе Чурапчинского района. Мы с главой района 2 дня прям плотно проработали. Видно, что и населенный пункт развивается, прям молодежь такая активная, пообщались вчера с ними. Семейный МФЦ посетил, очень хороший центр, прям мне понравился. Он, с тем учетом, что он был самый первый вообще в республике, открытый у вас. И он пользуется спросом, это очень радует, я бы сказал. В Якутске на полигоне «Достав» прошел первый молодежный военно-технический фестиваль «Самовзгляд». На соревнованиях был мой коллега Александр Хавренко. Школьники, студенты, ветераны специальной военной операции и представители силовых структур собрались на полигоне «Достав» для участия в военизированной эстафете. Бег, стрельба, метание гранат и переноска раненых – вот дисциплины, в которых участникам пришлось соревноваться. И разница возрастов и опыта тут не играет роли. Главное, не кто победит, а то, что представители разных слоев и возрастов смогли собраться вместе, пообщаться и заняться общим делом. Хочется, чтобы это все было, движение было всеобъемлющим и охватывало максимальное количество ребят, в том числе и рабочую молодежь. Потому что рабочая молодежь, она сейчас получается на работе и дома, все. Никаких таких других моментов активности нету. Вот это первая попытка. Надеюсь, что мы какие-то уроки из этого извлечем. Во многих школах сейчас есть военные, кадетские, полицейские и казачьи классы, в которых дети с малых лет познают азы военной дисциплины и основы воинской службы. В школе номер 19 дети занимаются в кружке «Юнфлот». И именно их отправили на фестиваль представлять родную школу. Мне, в общем, нравится военная тематика. Я готовился к тематике метания гранат. Я специально готовился, тренировался дома и там в школе. Тренировался я на территории школы. Был муляж гранат, и я кидал его. Кроме армейских дисциплин, на фестивале проходили и соревнования полевых поваров. Задача – приготовить в полевых условиях вкусный и сытный обед на всю команду.
заданию мы должны приготовить 2 блюда, первое и второе. Первое, сказали, это будет борщ. Ага, продукты нам выдадут, мы готовы. А второе блюдо это будет гречка с тушенкой, солдатская каша. В полевых условиях, да. Ага, я сама по образованию биолог, так что на поле я много была. Ага. На костре я умею готовить. Но сейчас мы будем на газовых плитах. Организаторы планируют сделать этот фестиваль ежегодным и постоянно обновлять и дополнять этапы эстафеты, чтобы привлечь к участию еще больше молодых активных людей. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» готовится к форуму главных смыслов. Нюрнгринцы примут участие в мероприятии, которое состоится через месяц и станет активным стартом нового учебного года. Юлия Гоняк уже давно присоединилась к российскому движению детей и молодежи, которое так и называется – «Движение первых». Здесь участники сами могут выбрать направление деятельности по своим интересам. Юлия решила попробовать себя в добровольческих, патриотических и спортивных проектах. И сейчас вместе со всеми активно готовится к форуму главных смыслов. Мы готовим площадки, готовимся сами, информируем участников, привлекаем максимальную аудиторию, чтобы как можно больше людей приняло участие в нашем форуме. Скоро у нас придет промо-акция, на которой мы будем рассказывать жителям нашего города о форуме, зачем он нужен и как в нем принять участие. Главная цель предстоящего форума – вовлечение молодых людей в общественную жизнь и развитие потенциала через участие в различных направлениях движения. Я в движении первых 2 года. Начала с юнармии, потом перешла в волонтерство и сейчас была недавно на Зорнице. На форуме участники смогут познакомиться с теми флагманскими проектами, которые будут реализовываться в течение следующего года. Независимо от направления площадки форума, у каждого участника будет возможность выиграть средства для реализации своей идеи, которую он хочет воплотить. И можно будет выиграть до 1 000 000 рублей. В новом учебном году движение первых продолжит свою работу. Основные задачи остаются прежними – формирование личности каждого молодого человека, воспитание патриотизма и реализация проектов. А из нововведения – это вовлечение в работу педагогов для того, чтобы каждый участник движения смог узнать что-то новое и найти свое призвание. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.